Здравствуйте, это время новостей и коротко о главных событиях. Рост показателей по всем видам производства. Россия демонстрирует хорошие показатели в промышленности. Агитация безопасности. Сотрудники ГИБДД продолжают профилактическую работу. Расскажем об очередном рейде. Большая рыбалка будет в Ингушетии. Принимаются заявки для участия. Промышленное производство в России за 8 месяцев этого года выросло на 3,1%. В сфере добычи полезных ископаемых за все это время наблюдался рост на 2,4%. К аналогичному периоду прошлого года обрабатывающие производства увеличились на 3,8%, а сектор обеспечения электроэнергией, газом и паром на 1,7%. В то же время в сфере водоснабжения наблюдалось снижение производства на 0,8%. В последнем летнем месяце этого года добыча полезных ископаемых возросла на 4,5% по сравнению с августом прошлого года. Обрабатывающие производства увеличились на 2,2%. И снова о пенсии. Повышение пенсионного возраста обсуждают все. К возможным новшествам люди относятся по-разному, но сходятся в одном. Труд облагораживает, и как никто другой. Это знают именно люди старшего поколения. Согласно статистике, в России довольно высокий процент людей, работающих в пожилом возрасте. Как относится к этим инициативам Хаважна Костоев, человек творческий, проработавший в различных сферах много лет, расскажет Зарема Ивлоева. Писатель, критик, журналист, публицист и ученый. Хаважна Костоев – личность многогранная. В школе он мечтал стать физиком или математиком, много времени посвящал точным наукам. Но выбор выпускника не поддержали братья, после чего он перепробовал себя в самых разных направлениях. Я хотел быть адвокатом, даже готовился некоторое время, но сложилось так, там и родные настояли, что не стоит на это тратить время. Потом я хотел быть медицинским работником, врачом. Это тоже меня немножко отговорили. По настоянию родных и близких я поступил в Горно-металлургический институт на это ПГС, промышленное гражданское строительство. Хаважна Костоев вырос в селении Галашки, получил филологическое образование и некоторое время преподавал в местной школе. Позже его привлекла журналистика. Он работал в газетах «Сердало», «Вестник Сунжи» и «Ингушетия». Позже стал главным редактором «Последней». А в 1999-м Костоев был избран депутатом Народного собрания, где занимался законотворческой деятельностью более 5 лет. После чего перешел в научно-исследовательский институт, где трудится по сей день в должности редактора. Со школьной скамьи Костоев писал стихи и рассказы, но больше он позиционирует себя как литературный критик. К своей поэзии я относился довольно скептически, да и сейчас отношусь. Нету такой, нельзя сказать, что это большие стихи или хорошие стихи, не знаю. Первое, такое, если можно так сказать, стихотворение, которое мне принесло некоторую известность, это стихотворение, написанное к 20-летию Республики Ингушетия. Это стихотворение стало известно благодаря тому, что музыку на нее написал Дзейтов Тимур. Одна из его последних книг вышла под названием «Мысли об ингушской литературе». Сегодня Хаважна Костоев – автор более 50 научных работ, член Союза журналистов и писателей Ингушетии, почетный гражданин Сунжи и заслуженный работник культуры Ингушетии. Он также перевел на ингушский язык известную книгу Созерко Мальцагова «Адские острова. Советская тюрьма на Дальнем Севере». Первая книга вышла в свет в Лондоне в 1926 году на английском языке. Это было едва ли не первое опубликованное свидетельство об исправительно-трудовых лагерях Советского Союза. Русскому читателю книга стала доступной только через 65 лет после выхода в свет. Хаважна Костоев решил, что книга обязательно должна быть и на родном языке автора.
Рассуждает Накостоев и об изменениях в пенсионной системе. Тема, по мнению ученого, так или иначе касается каждого гражданина страны. Когда решаются такие большие вопросы, мы же все-таки не просто люди, не просто потребители, мы же еще и граждане определенного государства. Мы должны учитывать и интересы государства. Я уверен, как бы это ни прозвучало, что бы там ни было, если бы не была крайняя необходимости, не было, наше правительство российское, ну уж тем более, я не знаю, как правительство, но тем более Путин не стал бы этого делать. Поэтому, если государству это необходимо, мы должны согласиться с необходимостью. Хаважу Алиевичу 62 года, за плечами огромный стаж в различных сферах. Но сам он считает, что сделано еще так мало, а потому на пенсию сейчас никак нельзя. Пусть возраст перевалил за 60, но это всего лишь формальность, считает мужчина. Зарима Ивлоева, Гапур Чахкиев, Новости 24. Общий миграционный прирост населения Ингушетии за 7 месяцев этого года составил 1857 человек, что на 1031 больше, чем за аналогичный период 2017 года. В межрегиональной миграции за январь-июль текущего года по сравнению с прошедшим годом отмечено увеличение числа прибывших из других регионов страны на 895 человек, а количество выбывших из республики в другие субъекты России на 124 человека. Больше всего приток мигрантов зафиксирован из Северной Осетии, Чечни и Москвы. При этом миграционная убыль населения в иностранных государствах в текущем году снизилась на 13%. «Жизнь дороже скорости» – так назвали очередную акцию сотрудники ГИБДД. Правда, утверждающий девиз надо было бы закончить вопросительным знаком. Инспекторы провели рейд на трассе «Кавказ». Эта дорожная артерия выбрана из-за частых ДТП. Автолюбителям раздали буклеты и листовки с говорящими названиями «Сбавь скорость», «Пропусти пешехода» и «Пристегнись». Водителям также напомнили о необходимости перевозки детей в специальных автокреслах. О рейде подробно расскажет Руслан Албогачиев. Автошкола Юлия, будьте осторожны, Сохранить жизнь и здоровье детей значит сохранить будущее. С таким посылом инспекторы ГИБДД и активисты вновь обратились к водителям. Проблема дорожной безопасности в республике стоит остро, поэтому эта профилактическая акция в очередной раз служит напоминанием о последствиях пренебрежительного отношения автолюбителей и пешеходов к соблюдению правил дорожного движения. Активисты раздавали водителям флаеры, наклейки, агитирующие безопасное поведение на дороге. Для изменения неприятной ситуации на дорогах, по мнению самих автолюбителей, необходимо ужесточить ответственность за нарушение правил дорожного движения, ввести бальную систему и повысить уровень подготовки водителей. Большинство отметили, что действующая система административных наказаний недостаточно дисциплинирует участников дорожного движения. правил нарушить дешевле, штраф toch. Sayır bu bambar, çoğu yok bambarnах. Что лин отвалцер, скоростной режим отсох. Скорость лорьер таболхер. Там я ханга yok табол банып, я нарушить хадал 200 рублей, хадал 500 рублей. Напада халмади, 500 рублей киса дичи, сагадик автобус, и я хам из вашего отсох. Безопасность на дороге – залог долгой и беспроблемной жизни не только для водителя, но и пешехода. Наши курсанты, когда они уходят с автошколы, они уходят с стремлением и с твердым намерением соблюдать все правила дорожного движения. Но учитывая ту ситуацию, которая у нас сегодня творится на дорогах, они просто, другие водители, вынуждают новичков совершать те же нарушения, которые совершают они. То есть вынуждены курсанты наши, новички, водители, совершать те же нарушения. То есть это тоже тот же порядок вождения, тоже та же манера вождения, они прививают им новичкам. Ну а на ваш взгляд, как нужно бороться с этим? Привлекать злостных нарушителей к дополнительным занятиям в автошколах. В обязательном порядке. Такие акции в регионе проходят часто. Автоинспекторы предупреждают, безопасность дорожного движения зависит от каждого из нас. Так что все, кто садится за руль, должен осознать ответственность, которую он несет. Ввиду того, что у нас последние события были, где у нас погибло около 6 человек,
За минувшие выходные у нас погибло 2 человека при наездах. Это Барсуках, сельское поселение Кантышево. Мы сегодня на федеральной дороге Кавказ призываем водителей соблюдать скоростной режим. В ходе нашего мероприятия мы раздаем подобные памятки, в которых есть выдержки священного Корана, для того, чтобы больше призвать к сознанию наших водителей к соблюдению правил дорожного движения. И остается надеяться, что в следующий раз, выезжая на дорогу, водители и пешеходы задумаются, если не о штрафе за нарушение, то хотя бы о своей или чужой жизни. Руслан Албгачиев, Рамзан Зурабов, Новости 24. 22 сентября в Ингушетии состоится чемпионат Северокавказского федерального округа по спортивному рыболовству «Большая рыбалка». Мероприятие пройдет на городском пруду в Карабулаге. Первенство проводится в 3 номинациях: за самую крупную рыбу, за самую длинную рыбу и за разнообразный улов. Занявшие призовые места будут награждены дипломами и ценными призами. Абсолютного победителя определят по наибольшему весу выловленной рыбы. Стать участником соревнований может любой желающий, возраст не ограничен. Заявки для участия в чемпионате принимаются по телефону туристско-информационного центра, который вы видите на своем экране, или по адресу электронной почты с указанием фамилии, имени, отчества и контактного телефона. И к другим темам. Теплая погода скоро сменится осенне-зимними холодами. С понижением температуры, как правило, растет число бытовых пожаров. Чтобы предостеречь жителей от несчастных случаев, сотрудники МЧС проводят профилактические беседы с населением. Рассказывают, как правильно пользоваться газовыми и электроприборами, тем самым обезопасив и себя, и своих близких. Репортаж Тамары Хашигульговой. Ежегодно количество бытовых пожаров в частных домах и квартирах увеличивается с началом отопительного сезона. Причиной чаще всего являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, негерметичного соединения газовых труб и плит. Поэтому так важно проводить профилактические рейды, которые призваны оповещать население о возможных опасностях. Полонкоев Бекхан проживает в Сунже по улице Комсомольской не первый год. И к таким рейдам относится положительно. Газ – это очень нужный продукт. Большое спасибо, что профилактика, делаете всякие обходы. Это полезно для населения. Больше эффекта будет от этого. Вот в этот дом, который находится недалеко от домовладения Бекхана, голубое топливо поступает через обычный резиновый шланг. На нем нет специальной маркировки, а мелкие разрывы видны невооруженным глазом. Ее надо сейчас немедленно вот на месте здесь устранить. Давайте, что я ходил. Чаще всего утечка газа выявляется в аварийных домах, а также в домах с ветхими трубопроводами. Последствия халатного отношения могут быть достаточно тяжелыми. У нас в городе Сунже очень ветхие подземные газопроводы, поэтому мы пригласили испытательную лабораторию для проверки этого направления. У нас уже был случай, вы, наверное, помните, что с жертвами взрыва бытового газа из-за утечки из подземного газопровода. Поэтому вот руководство города уделяет и газовая служба уделяет большое внимание. Чтобы обнаружить утечку, использует специальный прибор. Он помогает найти место, откуда сочится голубое топливо. Сотрудники МЧС раздают горожанам памятки о мерах пожарной безопасности при пользовании бытовыми и газовыми приборами, чтобы жители были вооружены полезными знаниями. Сегодняшнее мероприятие проводится для безопасности населения, людей в связи с зимним периодом, чтобы не было взрывов, вспышек газа. И будем проверять, если будет нарушение, будем через газовиков исправлять в дальнейшем, чтобы не было никаких угроз. Такие профилактические рейды будут проводиться во всех населенных пунктах республики, чтобы жители не забывали, что их безопасность прежде всего в их руках. Тамара Хашагульгова, Майрбек Миржоев, Новости 24. Это была вся информация к этому часу. До встречи в 16:00.